Уважаемые телезрители, мы начинаем нашу февральскую передачу. Ну, февраль, как вы все знаете, это праздник защитников Отечества. Раньше оно называлось День Советской Армии Военно-Морского флота. Мы нашу передачу посвятили Андрею Ивановичу Петузову, гордости якутского народа, первому генералу, который родился и вырос в Улах-Ане Хангаласского улуса. Благодаря Афанасию Семеновичу Владимирову, заместителю председателя ИЛТУМЕН Государственного собрания Республики Саха-Якутия, съемки проводились в городе Покровске и в селе Улахан, родине генерала Андрея Ивановича Петузова. Андрей Иванович Петузов не является, можно сказать, моим родственником по линии моей бабушки Петровой Припузовой Анфисы Иннокентьевны, то есть я являюсь его внучатой племянницей. Если рассказать о самом Андрее Ивановиче, то он у нас, как уже всем известно, родился 30 декабря 1895 году в селе, поселке Покровск. И вот откуда возникла династия Припузовых, кто они такие? Если рассказать вкратце, то наш прародитель Евтифей Припузов, выходец из Вятской губернии, ныне Кировской области, 1703 года рождения, приехал в Улах-Ан в 1743 году и основал Улах-Анскую ямщицкую почтовую станцию. Нехлеку пола ямщицкая станция. Бары билевит тынча. Это студионы сыллаха буманна 10 станцияларды. Иркутская, Якутский тракте. Ол онна бу биһиги нехлек бит эмионна кисер Улахан. Пастакы жама хакалар хүллүбүттер. Это арылыбытын гена тынча хеттөйс студионы сыллаха де. То примерно тынча хеттөйс эттоны сылларга государево служащие дендер агалалар хеп. Мучалар келелер. Ол онна де бу чиста Припузовых келелер. Тенен сыжандар болор олар де. Людмила Петровна ол жамы бачаңга жер тутан олорор. Бу кене болланы билген болла почта бут начальнига. Тон жамден урукута почта болла диотта. Почта начальнигинен үлелебитим бу быйыл 32 жыл болор. Эме жамтын түрүттәкпин. Ием жамсыт болла ди. Эме Припузова Петрова Анфиса Иннокентьевна ди. Агам болла сака. Онтон мини ием боллагана 14 огону төрүтөр. 14 огону төрүтөр, 9 кыз, онна 5 ол оголагат. Ием мать героиня ми. В 2012 году мы с семьей заинтересовались, откуда взялись Припузовы, и начали изучать историю нашей семьи. Мы начали с изучения архива краеведа Николая Гордеева и нашли там записи, что Андрей Иванович Петузов является двоюродным братом моего прадеда Пантелеймона Пантелеймоновича Припузова. Также, перебирая архивные записи, мы узнали, что все Припузовы Якутии являются кровными родственниками. То есть вот как вы видите, все выходцы, которые приехали у нас в Покровске и разрослись по республике Саха-Якутия, в том числе которые основали в 1850 году Покровскую ямщицкую станцию, являются внуками Евтифея Припузова. А если рассказать, откуда начинается сама нить династии Андрея Ивановича, то оно у нас является с его деда Прокопия, у которого был сын Иван, проходивший действительно военную службу и был прозван Иван Солдат. У Ивана было 7 детей. Андрей Иванович, он был 3-м сыном. Сам он начал работу ямщика уже с 15 лет, и вот когда его старший брат в 1912 году вернулся из армии, он решил во что бы то ни стало продолжить свое обучение. И в 1913 по 15 года учился якутские 2-годичные педагогические курсы. После того, как он окончил все эти курсы, его назначили в Тунгюлинское двуклассное народное училище, где он проработал до мобилизации в Первой мировой войне. Притузовтен версията боллагана туохтен бир туга мобилизацияга баран.
Ага, онну барар онна ол фамилията Припузиден хыджен бағар баққа ден, кені біле Притузиден бағар туқтен, тустен, хаябыттен, онну версия бар. Кені ол онну хаябыт фамилиятын улар біттен версия бар. То есть сам он вспоминал учительскую деятельность как говорил всегда. Хотя я пишусь русским, якутский считаю родным языком. Когда меня призывали в царскую армию маленького учителя якутского Сингеля Тюнгюлю, русским языком в совершенстве не владел. С учащимися общался на якутском языке. И вот когда 1 января 1915 года его призвали в армию, многие дети плакали, не хотели отпускать молодого человека, потому что практически он объяснял все непонятные темы на якутском языке. И как раз так, как он прошел военную подготовку во время педагогических курсов, его непосредственно направляют на сам фронт. И он у нас является, конечно, участником событий, связанных с Первой мировой войной. И он у нас участвовал в боевых событиях под Вильно, и, к сожалению, они там потерпели поражение. Соответственно, в ходе всех военных своих историй можно отметить, что он у нас как раз в 1917 году под маленьким городом Харькова, в селе Чугуево, окончил военную школу и получил там звание прапорщика соответственно. И что происходило далее? Как раз уже в то время заканчивается Первая мировая война, 18 год, разруха Российской империи, и в то время у нас уже начинается сама гражданская война соответственно. И как раз уже в 1918 году он у нас участвует в революционных событиях в Москве. И уже в марте 18 года он добровольно вступает в ряды Красной армии и участвует в формировании первого московского стрелкового полка, становится начальником его штаба. С 18 года и до конца гражданской войны он находится на фронтах, освобождал достаточно много городов, и уже по окончании военной академии имени Фрунзе он становится преподавателем и занимает различные высшие чины. В 1942 году его назначают начальником оперативного отдела штаба 14-й стрелкового корпуса. Кадровый офицер-якутянин Андрей Иванович Притузов становится участником разгрома фашистского фельдмаршала Минштейна, освобождения городов Славянска, Ворошиловграда, Николаева, Одессы, Бухареста, Софии, Белграда. В конце войны Андрей Иванович командовал уже дивизией. И потом с 1 июня 1945 года ему призвали звание генерала-майора. Уже после войны он работал военным советником Болгарской Народной Республики. В 1957 году генерал-майор Андрей Иванович Притузов уходит в отставку с должности начальника курса военной академии имени Фрунзе. За боевые заслуги Андрей Иванович награжден 8 орденами, 3 орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого 2 степени, орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом Красной Звезды и многими другими медалями. В 1957 году генерал-майор Андрей Иванович Притузов уходит в отставку с должности начальника курса военной академии имени Фрунзе.
Onun bulandan toxtamıt muzey оңостығы жабыт. Ете сол кіретігер саха, онна нучы культуратын көрдірір комплекс курдук. Баға санаут бар, білген бұл именно Припузов Моисей Иннокентьевич, да? Диета бар. Тух тура Дмитриевич де. Ол жені бұл бұйыл қаддар егінамыт, еме көхерін ағаламыт. Böyle tuh bulamıtır var, o tuh bu eskiz proyekt bitirir, jeni köhörün aldık. Bu imi tuhtar bu pripuzaptar jeleri. Tam bu bihigi Ulahan Helenetin haberler habat tutular. Pripuzov Moisey Dmitrievich jeta turar. Bu Pripuzov Moisey Dmitrievich'ten Ubaydı bıraktılar. Innokentiy Dmitrievich, ona Moisey Dmitrievich Иккен бастакы мировой сери кыттылақтары. Бұл Моисей брата Иннокентий, сена бұл Людмила Петровна тұрар. Бу жиени боллагана мен эхем бирге төрөбүт убайын жиете. Отто агаларын жиете болду жиңер. Ону ол кинилер бу манна ол убая олорон кини бу манна өлөр дылы бу жия олор бута. Оңора халжар музейне комплекс бутер элен турар бу пола өйдөбүнө халан халыта. Этерге дире Андрей Иванович кырахлан бар бу манна ме кирен онян аспы жете болон себди. Декенен туракта. Иде ары том тур хосу. Тана Аллар түшпеккеден мантан манан согудук ата холгудук бара холнара тир бу манан примен бөгөлген. Турук та олжи. Отон урукку бытын багытын ажап кагындык көрөн алган бу улак баганадырын улактарын жактарын көдөрөр объект булакта. Отон ол егереме били биге бу улагамыт тамалана андойду секретер балачылда хекеттебит олар туштана материаллар оны именно бу улагандан төрүтөк бу баганайдар улактар жактар көдөрүлөктө. Если рассказать о личной жизни Андрея Ивановича, то у его жены Анастасии Дмитриевны Андрея Ивановича было 3 детей. Это Вера, Николай, Сергей. У Веры был один сын, Антон Андреевич Златопольский, генеральный директор ВКТРК. Якутия – это то слово, которое я знал, наверное, с момента, когда стал говорить и что-либо понимать. К моему большому сожалению, мой выдающийся предок Андрей Иванович Притузов ушел в 1977 году. Мне было 11 лет. Тем не менее, мы провели достаточно много времени вместе. Каждое лето на даче с Андреем Ивановичем. Я помню его постоянную любовь, которую он выражал к своей родине. И для меня, как все воспоминания детства, оно формировалось так. Вот это мой великий прадед, и он из Якутии. Все время появлялись какие-то родственники, друзья, знакомые. И в квартире, и на даче все время были представители Якутии. И для меня это была естественная малая родина, которую я, к сожалению, посетил не так давно впервые, но осознание этого было всегда абсолютно точным. Была очень большая семья, всегда летом собиралась, наверное, у Андрея Ивановича было 3 детей, моя бабушка, доцент Московского государственного университета, и 2 сына, Сергей и Николай. Николай был летчик военный, а Сергей был главный инженер одного оборонного завода. Он не так давно ушел, тоже от нас. Вот. И, соответственно, у всех было много детей. И поэтому собиралось за столом 20-30 человек, и Андрей Иванович всегда рассказывал о Якутии, о том, как он по зимнику, по лени возил, извозом занимался, про историю Якутии. Поэтому это та родина, которая навсегда часть меня. Родственники по всей планете сегодня, от Америки до Европы и далее, и далее, и далее. Ну и на телевидении также много, неудивительно, не один я, родственников. Мой двоюродный брат работает на НТВ, заместителем генерального директора. Вот. Собственно, такой же родственник, как и я, прямой. Много юристов. Моя тетя родная, она
заведующая сектором в Институте прокуратуры. В Америке моя сестра и мой папа в Нью-Йорке живут. Но, тем не менее, все всегда связывают свои воспоминания и жизнь с нашим большим великим предком Андреем Ивановичем. К 130-летию мы хотим не только фильм снять, но и какие-нибудь движения сделать. В Улахане они проект такой открытый, музей под открытым небом. Есть, нашли домик, ну он был, видать, просто не обращали внимания, но вот Георгий Дмитриевич в прошлый раз ездил, видел, домик, принадлежащий Притузову. Они его хотят реконструировать и перевести на этот музей под открытым небом. И сделать там музей Притузовых. Вот. Хотят, чтобы вы подключились. Я, если вы согласитесь, то я к ним приду, от имени селян ваш адрес может письмо поступить. Конечно. Да? Да. Хорошо, тогда я им так передам. Да? Они говорили, чтобы я рассказал вам. И несколько вас всегда с уважением вспоминают. И тот ваш пресс 2009 года. Да, к сожалению, Да. краткосрочный. Да, но очень интересный. А что же про Якутию, да? Как он общался со своими родными людьми? В целом, он трижды приезжал в Якутию после Великой Отечественной войны. Это в 1949 году, 1967 и 1974 году. Трижды приезжал в свою родную родину, всегда вспоминал, горячо любил. Хотя он жил в Москве, он всегда говорил, что я всегда вспоминаю и люблю свою родину. И в 1972 году ему присвоили звание почетного гражданина Орджоникидзевского района. По рассказам моей бабушки, Андрей Иванович, он был простым, хорошим, сердечным и мировым человеком, то есть общался со всеми. И он также участвовал в празднике ИСЭХ в 1967 году и также участвовал во всех основных собраниях для молодежи. Антон Андрей Иванович туһунан мен бут личности витим ден мен агам көрбүт эте. Тыгынча 905 Аллаха көрбүт манна. Коракка келен биле бастагы тыгын ол тыгынча 915 Аллаха баран 5 Аллаха келди. Онда көсү оңор буту коракка жан көсү бит онолук докладын усакылың орда дейбит. Биле кас сыл хилди буту олата 15 Аллаха баран 5 Аллаха төддөн тонтака кылды. Онолук хакатын тылын умнуата кабит. Ол усакылы келен доклад оңор буту ден салдар эте. То акцияна хоколук. Он гордился тем, что был учителем, и, соответственно, он всегда говорил, что я очень рад, что стал учителем и закончил профессию как преподаватель в Академии Фрунзе. И, соответственно, мы можем сказать, что после 1974 года он уже был достаточно уже стар, можно сказать, и вот в 1977 году он у нас умирает в Москве в своей квартире, и его прах-урна у нас похоронена в Покровске на берегу реки Лет. Здесь у нас похоронен с прах-урном Андрея Ивановича Притузова, как он завещал своей смерти в 1977 году. Также мы с вами сможем увидеть, что по адресу Орджоникидзе 12 там был его старый деревянный дом, и мы можем сказать, что его похоронили рядом с его домом, с его родиной, и его родственники продолжают его род, и в честь его у нас в нашей школе Улаханской проводится множество мероприятий. Вот недавно прошло 3-е республиканские притузовские чтения. После смерти Андрея Ивановича решением поселкового совета депутатов трудящихся было принято решение об увековечении его имени, и данная улица, на которой мы стоим, улица Колхозная, была переименована в улицу имени Андрея Ивановича Притузова. Биошкола болатын кина атын сүгер. Школа имени Андрея Ивановича Притузова.
Он в 1974 году сказал, что когда была очередная встреча с молодежью, всегда говорил, что любая молодежь должна вести здоровый образ жизни. Не нужно иметь такие плохие привычки, как алкоголизм, наркомания, табакурение. То есть человек, как гражданин, можно сказать, своего государства, своей республики, он должен стоять высоко и всегда представлять как лицо. Кини сырдык ата бихи нехилек битигер курутун халыга диханыбын. Кини ата каханда умнулуга ден курутун бихи саны хиджак биттен оннук оголор бутугар кепси хиджак боллак. По итогам года наш партнер ТАТ «Автодор» ежегодно вручает лучшим студентам-автодорожникам премию имени Ефима Васильевича Константинова. Ефим Васильевич – выпускник Сталинградского автодорожного института, первый якут с высшим автодорожным образованием, заслуженный работник народного хозяйства Якутии, заслуженный работник автодорожного хозяйства республики, основоположник автодороги Колыма. В этом году премия была вручена студенту второго курса Халыеву Денису Семеновичу. Кафедра была создана в 1999 году для обеспечения кадрами дорожной отрасли Республики Саха-Якутия. У нас обучаются 222 студента, из них производственную практику проходят около 90 студентов ежегодно по дорожным предприятиям на территории Республики Саха-Якутия. Одним из наших верных партнеров является АО «ТАТ Автодор», который базируется в Татинском Улусе. На базе ТАТ Автодор наши ребята ежегодно проходят производственную практику и осваивают практические знания в области строительства, капитального ремонта, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог. Также ТАТ Автодор с 2021 года выдает именную стипендию Ефима Васильевича Константинова, первого из якутян, дорожника с высшим образованием, отличившемуся студенту. Так, за все время стипендиатами стали Федоров Ян, Попосов Александр, Агудов Михаил и Халыев Денис. Стипендия традиционно вручается на торжественной линейке, посвященной ко Дню студента 25 января. Кафедра выражает большую благодарность коллективу АО «ТАТ Автодор» и лично Ивану Ивановичу Бачонину за вклад в развитие молодежи.